Вакцина от коронавирусной инфекции. Зарегистрировать прививку в России планируют в сентябре. Уровень воды на Лене превысил критическую отметку на 1,5 метра. Жителей Жатая эвакуируют спасатели. Участницей онлайн-фестиваля «Спасибо за победу» стала якутянка. Жительница Нерюнгри заняла призовое место. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития генетических исследований в стране. Российский лидер отметил, что с изменением ситуации вокруг кризиса, связанного с распространением COVID-19, органы власти и научное сообщество имеют возможность вновь вернуться к актуальной повестке и реализации планов, заявленных на долгосрочную перспективу. По словам Путина, в рамках национального проекта «Наука» подразумевается создание 3 геномных центров мирового уровня, каждый из которых должен включать консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний со всей России. Главным технологическим партнером программы стала российская корпорация «Роснефть». В чем состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идет о самых разных областях, от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан. Директор научного центра «Вектор» Ринат Максюковщик рассчитывает, что организации удастся зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции уже в сентябре. Об этом он заявил на совещании о развитии генетических технологий в России. Президент России Владимир Путин попросил заблаговременно позаботиться о вопросе интеллектуальной собственности разработки. Мы завершили лабораторные испытания прототипов вакцин на чувствительных животных. По показателям иммуногенности и протективности определили 3 перспективных препарата, с которыми переходим на следующий этап. Это доклинические исследования готовой лекарственной формы вакцины. Вакцина на основе вируса гриппа и одна синтетическая вакцина будет производиться на базе Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, и вакцина на основе вируса везикулярного стоматита будет производиться на базе нашего индустриального партнера. В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточно для перехода на клинические исследования первую и вторую фазу суммарно на 300 добровольцев. За минувшие сутки в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Якутске 27 случаев COVID-19, 4 в Аймиконском районе и по одному новому случаю заражения выявлено в Ленске и Нерюнгри. У нас на сегодняшний день подтвержденных 722 случая новой коронавирусной инфекции. Это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и предыдущие дни. То есть мы выходим на какое-то плато. И, конечно, бы хотелось, чтобы мы на нем остановились, и потом уже было постепенное снижение. Вместе с тем, здесь, конечно, очень много зависит от соблюдения всеми нами тех ограничительных мер, которые на сегодняшний день действуют, особенности в наших крупных населенных пунктах. Из этих 35 случаев 27 это у нас город Якутск. У нас 4 случая в Аймиконском районе, 3 вахтовых рабочих и 1 участковый. Вот. Также есть случаи в Ленском районе и в Нерюнгри, но они опять же связаны с вахтовыми рабочими. И по Нерюнгри это у нас контакт ранее заболевших. В целом ситуация у нас стабильная. За последние сутки выписалось 36 человек, уже полностью излечившихся от коронавирусной инфекции. Проведены также порядка 1700 анализов. Как раз большое количество анализов у нас в республике, которые проводятся практически
в 3 раза больше, чем в среднем по России на 100 тысяч населения, оно позволяет нам на сегодняшний день вот выявлять как раз случаи инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией более эффективно, нежели чем в других местах. По-прежнему у нас 7 человек находятся в тяжелом ситуации, все в городе Якутске, врачи борются за их жизнь, и мы, конечно, молимся, чтобы люди эти поправились. У нас есть случаи, когда вот человеку уже 85 лет попала в больницу, была в крайне тяжелой ситуации, но вот поправилась, и сегодня ее уже выписывают. Это для нас тоже такое хорошее событие, в целом для всех медиков, которые борются за жизнь людей. В Алдане отмену карантина восприняли слишком активно. Напомним, режим был снят 12 мая, однако угроза заражения вирусом COVID-19 сохраняется. На всей территории района до 31 мая действует режим повышенной готовности. Верно ли граждане оценивают ситуацию, разбиралась Татьяна Вахнина. Утром в торговом центре покупателей немного, ажиотажа в скупке продуктов также не наблюдается. Карантин снят, однако угроза заражения вирусом не миновала, и алданцы продолжают соблюдать масочный режим, а в общественных местах держат дистанцию. Так что хожу в маске, в перчатках и сильно не выхожу, только до магазина и до работы. Центр открылся 2 дня назад. Продавцы, наводя порядок на полках, особое внимание уделяют дезинфекции. В течение месяца карантина, когда большинство точек не работали, проблем с приобретением продуктов и предметов первой необходимости не было. Однако магазина, где можно купить все и сразу, алданцам не хватало. Это, конечно, хорошо, что отменили карантин, потому что стало посвободнее, автобусы наконец стали ходить. На работу добираться пешком, конечно, проблематично было. С начала рабочей недели улицы оживились. Все дороги в прямом смысле открыты, и поток машин на магистралях плотный. На тротуарах и площадках производятся текущие ремонтно-починочные работы. Пешеходы, торопясь по делам, наслаждаются прогулками. У многих страх заразиться коварным вирусом отступил на второй план. У меня здоровье нормальное. И не чувствую, я чувствую, что у меня в все хорошо. Не будет ничего такого плохого, что говорят по телевизору. После месяца карантина работу возобновляют многие организации. Часть предприятий, к которым относятся кафе, салоны красоты и парикмахерские, по-прежнему закрыты. К слову, без парикмахерских в большей степени страдают мужчины. Машинка своя есть, и всем занимал. Все брали мою машинку, так же, как и я всем. Я подстригал, бывало, и я не ходил в парикмахерскую. Жители города с энтузиазмом возвращаются к чуть позабывшемуся ритму жизни. Впрочем, в эпидемиологической ситуации излишняя активность может только навредить. Не все, скажем так, серьезно воспринимают имеющуюся на сегодняшний день угрозу, чем могут вернуть нас к той точке, с которой мы начали. В главу республики введен масочный режим, обязательный для всех граждан. К сожалению, не все это соблюдают. Оставайтесь дома. Этот призыв актуальности не утратил. Угроза распространения инфекции COVID-19 не ликвидирована, и сохранение стабилизированной эпидемиологической ситуации зависит от каждого из нас. Уровень воды на Лени в районе Якутска начал снижаться. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. Подрывные работы дали эффект. В Кангаласах отметки уже ниже опасных явлений. Ледоход на реке Амге вышел в устье Алдана. По реке Алдан нижняя кромка идет по Татинскому улусу в районе населенного пункта Усть-Тата. Скоро реки Алдан и Лена соединятся, и ледоход должен пройти стабильно, выразил уверенность первый зампред. Идет подготовка к прохождению ледохода на северных реках. Завезли 8 тонн взрывчатки в Среднеколымский район. По реке Лена у нас уже нижняя кромка ледохода в Намском районе, в районе населенного пункта Маймага. Сейчас у нас Алдан и Лена скоро соединятся, достаточно должно стабильно пройти. Если брать за сутки, то по Якутску упало практически на 40 сантиметров. То же самое спад и по Кангаласам произошел, если брать суточный анализ. И снижение уровней происходит дальше.
Между тем, из-за ледяного затора в пригородном поселке Якутска Жатай уровень воды превысил критическую отметку почти на 1,5 метра и продолжает расти. В связи с этим спасатели начали эвакуацию жителей округа. По словам местных жителей, последние 5 лет такого сильного потопа в поселке не было. Вода пришла быстро, очень даже быстро. Сегодня в 4 часов встали, уже вода была во дворе. Избушку потопила, сады, поля потопила, теплицы потопила, все потопило. Такого мы не знаем. Но 5 лет мы уже, 5 лет уже детство, но такой воды не было. До этого сказали, что была такая вода. Сейчас спасатели эвакуируют жителей Жатая, вывезли пожилую пару, 2-летнего ребенка и 2 парней. Ранее в Якутске был введен режим чрезвычайной ситуации. В администрации отмечают, что предварительный ущерб от стихии превышает сумму 12 миллионов рублей. В зону подтопления попали десятки домов, в которых проживает 170 человек. Очень сильный паводок разлила, и микрорайон Захаровки затопило много домов. Сейчас мы проводим эвакуацию. Сейчас на сию минуту мы уже сейчас только буквально вывезли оттуда семью в составе 5 человек. Дед со старухой, дед инвалид и 2-летний ребенок и 2 парней. Сейчас дальше идут тоже на эвакуацию людей. Обстановка, конечно, очень сложная. Работают с выполнением всех мер безопасности. В Усть-Алданском Улусе в 10 часов на Олене в населенных пунктах Огоротах, Хоногор, Арытит уровень воды снизился на 35 сантиметров за 2 часа. Отметки ниже критического уровня на реке Алдан-Ледостав. Все пункты временного размещения населения готовы к приему граждан. И проведено отгон скота и лошадей на возвышенные места. На реке Алдан-Ледостав, закраины, разводье. Вода поднимается примерно на 50-100 сантиметров за сутки. Пожароопасный сезон, обеспечивающий безопасность на землях лесного фонда, открывается с 15 мая в республике. Приказ подписал министр Сахамин Афанасьев. С сегодняшнего дня запрещается разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки в лесничествах Амгинского, Мегина-Кангаласского, Намского, Татинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и в столице республики. Участницей всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за победу» стала жительница Нерюнгри. Анжелика Ульянова презентовала авторское стихотворение и заняла 2-е место. Подробности далее. Тебя давно уж с нами нет. Мы все друг другу не сказали. И лишь на память о тебе остались старые медали. Авторское стихотворение Анжелика Ульянова еще в свои студенческие годы посвятила любимому деду Котельникову Ивану Тихоновичу, который пошел воевать добровольцем в 16 лет и получил ранение под городом Белая Церковь. За все тебе я благодарна. За мирный сон, за мой покой. Как жаль, при жизни не сказала. Совсем была еще малой. Анжелика Ульянова, можно сказать, пошла по стопам деда. Стоит на страже спокойствия граждан. Девушка больше 10 лет работает в лицензионно-разрешительной службе Управления Росгвардии в Якутии. У Анжелики растут 2 сына, в которых она старается воспитывать отважных защитников, как и ее дед. Своим детям я с детства прививаю любовь к родине. Мы участвуем во всех парадах, к сожалению, в этом году не было. Но мой самый младший ребенок, которому 3 года, он, когда ему еще было только несколько месяцев, он уже участвовал у меня в параде. Конкурс стал поистине всенародным. 60 тысяч работ из 60 стран. Судьба участников была в руках зрителей. Авторское стихотворение Анжелики набрало 15 220 голосов, и с этим результатом девушка вошла в 3 победителей в своей номинации. Эта победа
моих друзей, моих коллег, жителей нашей республики и жителей других регионов, которые активно принимали участие в голосовании, которые поддерживали меня до последней минуты голосования, были рядом. В общем, я считаю, что это наша общая победа именно благодаря им. Это был особый конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И работы победителей опубликованы в финальном концерте онлайн-фестиваля «Спасибо за победу». Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.